Вы смотрите новости Татарстана в субботу. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. В Татарстан с рабочей поездкой прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Мы столкнулись с рядом новых глобальных вызовов. Как изменится работа университетов страны и кого призовут в цифровой десант? Подробности большого совещания на тему цифровой трансформации у Салавата Мухаммадуллина. Зима в Татарстане завершилась снижением числа ковид-больных на 30%. Все ограничения будут сниматься поэтапно. Какие послабления правительство республики считает возможными, услышала Наталья Мизина. От всего добровольческого сердца. Просто вышли прогуляться с утра, и так неожиданно цветочки. Как волонтеры поздравляют альметьевских женщин, увидела Филюза Хамидуллина. Сыр с пажитником, красным перцем и даже черным трюфелем. Сыры выдерживаются 3-4 месяца, за ними ухаживают, их обтирают, их переворачивают. Какие сыры татарстанского производства больше всего понравились казанцам, увидела Юлия Гоголева. Если хотите, могу. В Татарстане сегодня с рабочей поездкой побывал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он провел в Иннополисе выездное совещание «Кадры для будущего». В нем участвовали представители Министерства науки страны, ректоры ведущих университетов России, а также руководители компаний. Речь шла о консолидации системы высшего образования и индустриальных компаний. Все для того, чтобы экономику обеспечить высококвалифицированными специалистами. Репортаж Салавата Мухаммадуллина. Вот мы сегодня проводили несколько рабочих групп. Какая большая разница между количеством вакансий на рынке труда и выпускниками вузов? Сегодня можно было увидеть на стендах выставки в Иннополисе. Больше 300 тысяч свободных мест в системе образования, десятки тысяч в строительстве и здравоохранении. Но вот студентов в разы больше. Только вот квалификация выпускников порой не соответствует требованиям работодателей. Одни не могут найти работу, другие – нужного специалиста. Обновление образовательных программ в свете цифровизации экономики сегодня обсуждали в Иннополисе на 11 круглых столах. Вместе задачи решали ректоры российских вузов, представители крупных российских компаний и заместители федеральных министров. У нас IT-отрасль Татарстана валом регионального продукта занимает почти 3%. Российским вузам необходимо научиться готовить специалистов в соответствии с новыми требованиями рынка труда. Это позволит достичь прорывных показателей роста экономики и перевести ее на цифровые рельсы, отмечает Дмитрий Чернышенко. Подходы, то, что сейчас называется zero coding, когда, по сути дела, специалисты могут программировать, не будучи программистами, они как раз становятся ключевыми во всех отраслях и специальностях. Это кадры, которые как раз и будут строить нашу новую инновационную экономику, новой России. Сейчас в самой востребованной IT-отрасли дефицит кадров доходит до 1 миллиона человек. Есть проблемы и долгосрочного обучения. Дмитрий Чернышенко подчеркивает, по некоторым специальностям нет необходимости учиться 5 лет. Еще один вопрос – слабое взаимодействие или не взаимодействие университетов и бизнеса. За рубежом 70% финансирования вузов идет от бизнеса, остальное – от государства. У нас наоборот. Примерно представляет структуру этих 30% заказов, которые у нас идут от бизнеса, и понимать, что это наши крупные государственные компании с госучастием, боюсь, что у нас невысокий заказ на инновации. Сегодня на встрече с ректорами договорились. В каждом вузе должен появиться проректор по цифровой трансформации. Диплом выпускника может быть и в виде стартапа. Необходимо в каждом городе оценить востребованность выпускников по некоторым специальностям. Главная цель для всей высшей школы – подготовка кадров и создание ресурсов для построения инновационной экономики страны. И Татарстан в этой работе готов быть на передовой. Как орган власти, субъект, готов быть и пилотом, и когда надо, значит, это некоторым таким ускорителем. Мы специально ввели в каждом министерстве, сейчас делаем, эти замминистра проходят обучение, делают программу. Такая же работа идет по субъектам.
Такая же работа идет по предприятиям. И, конечно же, мы опираемся во всей этой работе на нашу высшую школу. Это опыт, которым республика готова делиться. В то же время остается открытым вопрос, а кто будет готовить специалистов и преподавателей для завтрашних и даже сегодняшних студентов? Здесь вузом еще одна задача – делиться лучшими практиками. А Иннополис в этом деле сегодня назвали точкой сбора коммуникации. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Иннополис. После завершения большого совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр Валерий Фальков и президент Рустам Минниханов вышли к журналистам и озвучили итоги встречи. Речь идет о новых стандартах образования и участии активных ректоров в разработке новой государственной программы. Также федеральные гости поблагодарили руководство республики за гостеприимство. Сегодня очень важные решения были приняты как раз в том, что основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания образовательных модулей, вот именно в направлениях, которые нам нужны для прорыва цифровых технологий, должны быть сделаны до следующего цикла обучения. Это очень сложная, амбициозная задача. Мы отдаем себе отчет, что это будет очень непросто сделать. Но именно такой темп нам задает текущие задачи, которые поставил президент перед правительством, и времени на раскачку нет. Важно соблюсти баланс, с одной стороны, между тем, чтобы менять стандарты, и мы это будем делать в самые короткие сроки, а с другой стороны, сохранить лучшие традиции фундаментального образования. У нас есть шанс показать себя. Вот то, что создавали, оно должно принести пользу для нашего российского государства. И вот здесь опорный университет для решения задач. На самом деле, сегодня самое главное – это кто в наших учебных заведениях и как будет обучать. И здесь мы должны эту работу очень качественно реализовать. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Казани посетил еще несколько объектов. Он сообщил, что в Татарстане создадут карбоновый полигон. Он станет 8-й в России территорией с уникальной экосистемой, предназначенной для испытаний значимых для изменения климата параметров. Пилотный проект уже реализуется в Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях. Его появление в Татарстане Дмитрий Чернышенко проанонсировал в Институте геологии и нефтеразработок технологий КФУ, который сегодня посетил с Рустамом Миннихановым. Здесь они ознакомились с цифровыми технологиями добычи нефти в специальной лаборатории. Я, честно говоря, даже не предполагал, что на таком уровне продвинутости и готовности к участию в программе по созданию карбоновых полигонов находитесь. В Казани может появиться и первый в мире крытый центр хайдайвинга. Его проект сегодня презентовали Дмитрию Чернышенко. Вице-премьер страны в сопровождении Рустама Минниханова посетил дворец водных видов спорта. Этот комплекс в 2025 году примет чемпионат мира по водным видам спорта. Впервые этот мундиаль проходил в Казани в 2015 году. Тогда для его проведения сооружали временные арены и оборудовали бассейн на Казань-арене. Сейчас один из вариантов построить постоянный многофункциональный комплекс, который может быть задействован как для спортивных, так и для других мероприятий. Этот вопрос поднимаем именно сейчас, вроде еще время есть. Ну, то есть это же не только проект, его надо реализовать там. Программу надо попасть. Да. То есть мы будем, конечно, здесь просить поддержки, потому что сами мы здесь не справимся. Было бы хорошо на чемпионат мира Европы. На 24-й год. 24-й. Да. У нас будет водный чемпионат Европы. Ну, я думаю, допустим, мы знаем, как стадион устроен. Переходим к другим новостям. Сегодня в правительстве республики сообщили, все ограничения, введенные из-за ковид, будут снимать поэтапно. Послабление невозможно без формирования коллективного иммунитета населения. В Татарстане число случаев ковид за месяц сократилось на треть. Сегодня об этом сообщила главный санитарный врач Марина Потяшина. В каких районах заболеваемость коронавирусом среди пожилых выше среднереспубликанского уровня? Почему больше стало внебольничных пневмоний? Итоги недели у Натальи Мезиной. За февраль в республике зарегистрирован 1931 новый случай COVID-19. Это на 30% меньше, чем в январе. В топе актуальных тем первая позиция по-прежнему у ковид. Сегодня в республике плюс 49 заболевших. Контактные все, кроме одного. И больше половины заболевших в Казани. Число провакцинированных приближается к 100 тысячам. Израсходовано 80% поступившей вакцины. Несмотря на заметное снижение заболеваемости, доля внебольничных пневмоний увеличилась на 26%.
В структуре заболевших лица старше 60 лет составили 43%. И источником инфекции для них, к сожалению, зачастую становятся родственники. Доля внутрисемейных заражений по-прежнему превалирует и составляет 70%. С начала года выросли случаи заболевания ковид у пожилых татарстанцев. Наиболее высокие показатели в Верхнеуслонском, Буинском, Алексеевском, Нурлатском, Пестричинском и ряде других районов. Среди них пока привито лишь 40%. При этом в Арском и Отненских районах вакцинированы лишь единицы, а в Елабужском и Мамадышском районах вакцинация не начата вовсе лиц 60+. Важно обеспечить равный доступ граждан к вакцинации, отметил премьер Алексей Песошин. Сейчас в Татарстане функционирует 153 пункта вакцинации, треть из которых мобильные. Ситуация с соблюдением коронавирусных ограничений улучшилась в вузах республики. Однако в числе нарушителей остаются медучреждения, магазины и кафе. Из 2000 объектов, проверенных Роспотребнадзором, доля ковид-нарушителей составила 7%. Премьер республики подчеркивает, рейды нужно продолжать, особенно по вечерам. Все ограничения будут сниматься поэтапно, о одновременном снижении и отмены ограничений не может быть и речи. Послабление невозможно без формирования коллективного иммунитета населения, массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Алексей Песошин попросил руководителей предприятий и учреждений проводить индивидуальную работу с сотрудниками по мерам профилактики ковид. Наталья Мизна, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Для кого-то и букета мало, а им нужно всего лишь внимание. Сегодня волонтеры Альметьевска отправились на улицы города с праздничной миссией. Поздравляли всех прохожих женщин, а уже после малоимущим семьям и ветеранам развезли продуктовые наборы. Такую акцию волонтерское движение «Добрый Альметьевск» проводит ежегодно. Филюза Хамидуллина увидела слезы радости. Это тоже девочка, что ли? Держи. Семья Аюповых только вышла на утреннюю прогулку, а уже принимает поздравления. Цветы и теплые слова маме и дочери. Просто вышли прогуляться с утра, и так неожиданно цветочки. Сразу настроение так. С дочкой гуляем. Вот нас поздравили случайно. Очень приятно. Спасибо большое. Очень, девочки, приятно. Вы знаете, я отсюда вот шла. Я, правда, в эту сторону сначала направилась, но я удивилась и так рада была всему этому. А потом думаю, нет, я тоже мимо пройду. Вдвойне, говорят, приятно получать цветы от юных волонтеров. Желаем счастья, здоровья, всего наилучшего. Спасибо большое. Рафису Горееву 12 лет. Месяц назад вступил в ряды альметьевских волонтеров. Помогал чистить снег пожилым, ходил в магазин за продуктами. Я очень рада, что пошел поздравлять женщин, получается, 8 марта. И очень рада, что я стал волонтером. Цветы каждой. Такую акцию в канун женского праздника запустило волонтерское движение «Добрый Альметьевск». Внимание все-таки, тем более для девушек, оно очень важно. В такой 8 марта это такой светлый праздник. Поэтому мы решили организовать данную акцию. В этом нам помогли спонсоры. Проходите. В центре внимания сегодня ветераны и тыловики. Марии Петрушевой 92 года. Живет одна, детей нет в живых. Внуки далеко. Неожиданному подарку прослезилась. Приятно. Не только приятно, а вообще хорошо, что не забыли. Не только цветы, но и продуктовые наборы. Их получают малоимущие семьи. Ко дню 8 марта мы хотели бы сделать им приятное, поздравить их с 8 марта. Благотворительный фонд «Новая жизнь», она нам предоставила продуктовые пакеты. Здравствуйте. Лола Сапарова одна воспитывает двоих детей. Переехала сюда из Туркменистана и не смогла найти работу по специальности. Волонтеры взяли их семью под свое крыло. Тюльпаны – это мои любимые цветы. Помощь тоже – это приятно. Сейчас тем более у меня такое положение, как будто Бог сам услышал. Сегодня волонтеры порадовали десятки женщин, тех, кому так необходимо внимание. Спасибо вам большое. Филюза Хамидуллина, Ирина Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Наша следующая история об особенных женщинах. Они работают с особенными детьми в Дербышкинском доме-интернате и психоневрологическом диспансере. В разгар пандемии им пришлось уйти в изоляцию со своими воспитанниками. С детьми они жили и работали в режиме 24/7. Напомним, в апреле прошлого года 45 соцучреждений республики перешли в режим самоизоляции. Тогда в них находились почти 5000 подопечных и 2000 соцработников. Именно о них говорил президент республики на встрече с представительницами СМИ. С героинями, которые тоже были на передовой, познакомился наш корреспондент. Да, безусловно, устаю, это есть. Но вот когда видишь ты результат работы своей, когда ребенок уже аукается, это уже как бы
бальзам на душу. Они могут рисовать, петь, разговаривать и играть с куклами и машинками. Когда-то для этих детей произнести слово или даже сделать движение пальцем было настоящим испытанием. Сегодня, пожалуйста, целый хор. Все стараниями воспитателей. Для подопечных Дербышкинского дома-интерната они и мама, и папа, и учитель, и друг. В разгар пандемии работа здесь перешла в режим изоляции. Флюра Габдулхакова признается, временами было очень тяжело, но детей оставить не могли и работали несколько смен подряд. Мы еще лучше природнились с нашими детьми. То есть мы уже узнали их совершенно с других сторон. Мы работали по проектам, которые назывались «Учусь жить самостоятельно». По 2 недели, а то и целый месяц не покидали рабочие места и сотрудницы Казанского психоневрологического интерната. Алию Галямову дома ждали муж и сын. Больше переживала о чувствах сына, потому что ему тяжело было понять, что мамы нет. Он каждый день спрашивал, а где мама? Мама на работе. Осознание того, что это необходимо, что это нужно, оно все-таки было выше вот этих опасений личных, потому что мы понимали, мы за них в ответе. Но героями они себя не считают. Для этих женщин кумиры их воспитанники, которые, чувствуя заботу и любовь, покоряют новые для себя вершины. А пандемия сделала их только сильнее, ведь рядом с такими женщинами всегда чувствуешь себя спокойно и уверенно. Салават Ухмадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Чтобы выжить, нужно кооперироваться и объединяться. Татарстанские производители сыра начали продавать свой товар под единой торговой маркой «Сыры Татарстана». Пока площадка с таким названием одна на всю республику и находится в Казанском агропромпарке. Под одним брендом сыроварам будет проще выходить на большие рынки и крупные торговые сети. Каков же на вкус татарстанский сыр и может ли он конкурировать с тем, что в Россию привозят из-за рубежа, выясняла Юлия Гоголева. Подали помидорку, огурчик рядом, кусочек хлеба и завтра... Сыр из козьего молока с пажитником, красным перцем и даже черным трюфелем. Это только начало, говорит Чулпан Минибаева. Свою первую моцареллу она приготовила 3 года назад. Сейчас у нее 15 видов сыра. Это сыр халуми, его жарят. Он вкуснее всего и именно в жареном виде раскрывает весь свой вкус. Сыроваров в республике сегодня несколько десятков. До недавнего времени каждый работал обособленно. Чтобы выходить на большие рынки, нужен объем и ассортимент. Поэтому и решили объединиться. Сейчас в их кооперации 8 производителей. Представлены такие производители, как Арского района, Тюлещинского района, Высокогорского района, Лаишевского района и казанские представители Щезерия, допустим. И еще у нас будет в дальнейшем уже все хотели бы объединить всех мелких производителей под единым вот этим брендом. На этой площадке в агропромпарке казанцам сегодня предлагали попробовать около 20 видов местных сыров. Свежий, очень вкусный сыр. Мне понравился лучше. Чрезвычайно вкусно. Нужно поддерживать этих производителей, какую-то дотацию, может быть, из бюджета давать, или, может быть, какие-то льготы по налогам, потому что сырье очень дорогое. Пока сыры от местных производителей представлены только в агропромпарке. В ближайших планах Челны и Нижнекамск. Потом вход в федеральные сети и выход на регионы страны. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Их вечер сегодня украсила музыка. 380 медиков Татарстана этим вечером пришли в БКЗ на концерт приношения «Мы говорим врачам спасибо». Его неоценимый вклад медработников в борьбу с коронавирусом и по случаю предстоящего праздника организовал Государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. А тех, кто присоединился к концерту, Лилия Кашфарова. Мы находимся в фойе Большого концертного зала имени Сайдашева. Уже подходят люди, занимают места в ожидании музыкантов. Но душевный трепет раскрывается перед зрителями. Сегодня это врачи. И за последний год каждому из них пришлось стать героем, которому так и хочется сказать спасибо. Врач становится самым близким и самым важным для тебя человеком, от которого зависит, самое ценное, что есть, это наша жизнь. И, безусловно, к ним огромная благодарность.
Государственный симфонический оркестр республики и дирижер народный артист России и Татарстана Александр Сладковский подготовили концерт приношения «Мы говорим врачам спасибо». Это музыкальная благодарность людям, которые в борьбе с коронавирусом вышли на передовую. Маэстро, солисты и музыканты сегодня выступают на благотворительной основе. Это какой-то небольшой такой момент, когда мы сможем отдохнуть душевно и отойти от своей работы. Конечно, хочется после своих, так сказать, трудовых будней, особенно в период пандемии, маленько отвлечься, так сказать, сменить обстановку. Последний раз в консерватории как раз была 8 марта 2020 года, поэтому огромное спасибо, что возникла такая возможность. Ну, праздник, настоящий праздник. Пригласительные пришли работникам центральных городских больниц. На сцене виолончелист, народный артист России Сергей Ралдугин и органистка, профессор Московской филармонии Евгения Кривицкая. В репертуаре монопрограмма французского композитора Камиля Сен-Санса. В подарок каждому гостю 4 диска с классической музыкой и открытка с благодарностью к вам. Лилия Кашварова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. И дров напилят, и дичью накормят. В рамках нашей рубрики «Айда Татарстан» мы побывали еще в одном уникальном уголке нашей республики. В поселке, который носит необычное название – Лесной, и славится необычными блюдами. О лесных красавицах и охотниках села Лесное расскажет Рамиль Шайдулин. Как говорится, у леса жить, голодным не быть. И говорим так сегодня неспроста, потому что в 1,5 часах езды от Казани есть поселок, буквально окутанный со всех сторон лесом. Он так и называется — Лесной. И живут в нем, если не лесные феи, то уж волшебницы точно. И сегодня у одной из таких прекрасных женщин символично, что в преддверии 8 марта в гостях и мы. У Гулии Эршадовны Вахминой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вокруг дома Гулии Вахминой и почти 200 ее соседей тысячи деревьев. Для лесозаготовки поселок и строился. В 30-е страна остро нуждалась в древесине. Надо было, наверное, дров заготавливать, тогда уголь заготавливали. Из-за этого, наверное, этот поселок появился. Так сначала лесозаготовка, а позже и деревообработка. Все это стало смыслом жизни целого поселка. Местные говорят, что даже в войну, когда все мужчины ушли на фронт, работа здесь не прекращалась. Дело мужей продолжили жены. Женщины они такие, если захотят, то все могут делать. Прекрасная половина человечества на местном комбинате трудится и сегодня. Каждый третий работник – женщина. Скажите, вот Айгуль нашу на работу возьмете, она сильная? Конечно, если у нее маникюр не помешает. Сегодня здесь работают с местным деревом. Его всегда много. А началось все с маленьких саженцев, которые когда-то высадили первые поселенцы. Шли годы, и они стали вот такими большими исполинами. И сегодня разрослись уже более чем на 12 тысяч гектаров и стали домом для сотен, а то и тысяч диких животных. Поэтому в поселке очень любят охоту. Так как мы живем в лесной местности и вокруг нас окружают озера, мы будем сегодня готовить дичь. Да, я буду делать эту дичь вкусно, чтобы она была взрощена, вот как будто бы на домашних кормах. Это как, помните, в бриллиантовой руке? Федя, дичь! Федя! Дичь! Свое коронное блюдо Гулия Вахмина готовят по-особому. Сначала солит и перчит мясо дикой свежепойманной утки, затем режет овощи и травы, потом укладывает все в 3-литровую банку. Я понимаю, слоями будет? Да, это будет все слоями, хаотично. Вот в таких чугунках картошку, супы варили. К слову, свои рецепты и традиции жители поселка не только знают сами, но и учат им других в местном ДК. Женский коллектив знает фольклор сразу нескольких народов Татарстана. Татарские и русские песни поют все участницы ансамбля. Татары, кряшины, русские. В районе живут все национальности, скажем, в мире и согласии. Год насчет родных языков
и единства у нас сегодня же день идет фестиваль молодежи, творческой молодежи, отборочный тур. У нее даже косточки мягкими получаются, вкусными. Ну, насколько я понимаю, это исконно советский рецепт, да, это раньше, когда глиняные горшки были, наверное, только что, разве что у бабушек, а покупать такое было роскошью. Но вот именно по этому рецепту, именно из дичи готовят, наверное, только у вас. Ну да. Наши мужчины охотятся, а их жены, женщины, готовят. А где охотники, там и рыбаки, поэтому в поселке готовят и рыбные блюда. Например, у Лилии Шалкановой сегодня будет традиционный кряшенский рыбный пирог. Мы готовим из рыбы, которая плавает в нашей реке. Готовыми блюдами здесь принято угощать соседей. Кряшеные пирогами, татары перемечами, русские пельменями. Сегодня повод особый. В преддверии 8 марта соседки собираются на чай. Здравствуйте, соседи. Мы с гостинцами к вам пришли. Ой, очень хорошо. Дружно живем, друг к другу в гости ходим, друг другу помогаем всегда. А еще они очень любят свой уютный лесной поселок. За богатый лес. За дружных людей. За уникальные озера. За умных и талантливых детей. Поэтому у нас никогда не бывает скучно. Да, причем умудряетесь вы это делать, казалось бы, даже находясь посреди леса, да, окруженные в лесу. Конечно. Давайте, гости дорогие, угощайтесь, а то уже все остывает. Рамиль Шайдуллин, Дамир Дубаев, ТНВ, Телечинский район. Вот так вкусно заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. До встречи и всего вам доброго. Здравствуйте! Воскресный день и солнцем побалует, и снегом припорошит. О погоде на 7 марта поговорим прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью и днем малооблачно, к вечеру ожидается снег, местами метель, будет холодно, днем -10. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге ночью без существенных осадков, а во второй половине дня синоптики обещают снег, местами сильный. Морозная погода сохраняется и в Агрызе, в Менделеевске, Актаныше ночью до -20, днем -10. Ожидается снег, местами метель. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, а днем метель и умеренный мороз. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске переменная облачность, и также синоптики обещают снег. В этом году зима была богата на осадки и до сих пор продолжает сыпать землю снегом. В центральных районах Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше будет снежно и холодно, днем -9. В праздничный день ждать потепления не приходится, как и с солнечной погодой. В Татарстане пока сохраняется морозная погода, и в ближайшие дни будет также холодно. Только до 7 марта успейте сдать старую шубу и получить большую скидку на новую. Тысячи меховых изделий ждут вас. Шубный фестиваль проходит на Казанской ярмарке. В Казани днем малооблачно, к вечеру пройдет снег, местами сильный. Ночью -16, днем около 8 градусов ниже нуля. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха высокая. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. На дорогах по-прежнему гололедица и снежные заносы, будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших и теплых выходных в кругу близких. До свидания.